Что осталось от наших традиций? Вместо того, чтобы гордиться, мы начинаем топить. А если говорить, кто виноват и что делать? Мне кажется, слишком много вопросов сейчас к нашим девушкам, к женщинам. Мне кажется, это не совсем правильно. На мой взгляд, мы живем в эпоху матриархата. Приобретение новой религиозности, приобретение новой этничности, необходимости формирования крымской повестки дня. Крымские татары не похожи на самих себя образца даже начала 20 века. Илон Маск должен быть крымским татарином. Селям алейкум, это очередной выпуск проекта «Миркес», и сегодня мы говорим на тему «Крымско-татарские полуправила». Поводом для нашей сегодняшней дискуссии послужила дискуссия в социальной сети Facebook. Автор одного из постов затронула тему соответствия нашего внешнего вида тем обрядам, на которые мы приходим, да, нашим религиозным обрядам. Речь шла о обряде никях и о том, как выглядят гости жениха и невеста во время этого обряда в джами. Да? То есть, как обычно, критика досталась больше всего женской части нашего населения. Критиковали девушек, да, их внешний вид и прически. Но мы, как всегда, зрим в корень, берем гораздо шире, расширяем рамки. И сегодня я хочу предложить вам пообщаться на тему традиционализма и модернизма. Да? То есть то, как у нас уживается современное, то, как у нас уживается светское и наше религиозное, традиционное. Да? Что осталось от наших традиций? Вот с этого вопроса я хочу, собственно говоря, начать нашу дискуссию. Что осталось от наших традиций, Шевкет Бей? Мы остались. Только мы? Этого уже немало. Мы есть, язык есть, на каком бы уровне он ни был. Культура есть, развивается и пытается найти какие-то новые пути. Есть новые деятели культуры и искусства. Есть проекты, о которых мы можем говорить не на местечковом уровне, а на уровне за пределом Крыма. Поэтому благодаря нашим традициям мы имеем то, что сегодня имеем, в настоящий день. Вы имеете в виду, что благодаря традициям мы сохранили вот ту идентичность самих себя, и поэтому сегодня воспроизводим и соответствуем тем трендам, которые у нас есть? Да. Да. Эльвира Ханум, согласитесь с таким посылом? Я опираюсь на то, что у нас есть традиции, которые опираются на религиозную базу, которые вышли из религии непосредственно, и традиции, которые вышли из практических нужд. Что такое традиция? Традиция — это действия, которые там на постоянной основе повторяются, приурочены чему-то. Если мы говорим про традиции, которые вышли из религиозной основы, например, это никях, да, то есть с точки зрения религии принято читать никях. Это есть у всех мусульманских народов. Крымскую татарку без никяха замуж никто не выдаст. Когда у нас там рождается ребенок, то обязательно идет процесс именно речения, то есть это тоже обязательный процесс. Но, например, ранее была такая традиция у женщин, когда женщина родила ребенка, на протяжении 40 дней соседи, родственники готовили в специальном казанке, который назывался Мирьем казан, 40 дней готовили для нее еду. Соседи, родственники. Отдельное внимание. Сейчас мы этой традиции не наблюдаем. Да? То есть она почему появилась? Из какой-то практической пользы, потому что женщина, она ослаблена в этот момент. Это там, проявление уважения к женщине и так далее. Сейчас мы эту традицию не наблюдаем. И так можно провести очень много параллелей относительно наших традиций, которые мы на сегодняшний день... Мы стали черствее по отношению к женщине в данном случае, или же просто думаю, современная семья и вот все, что вокруг нее и в ней происходит, уже, собственно говоря, изменились, и поэтому не исполняется эта традиция, не выполняются эти правила, может быть. Уже есть мультиварки, памперсы и так далее. Нет, женская роль, она все равно, ей очень тяжело. Она родила ребенка, даже несмотря на то, что у моей мамы, например, не было стиральной машинки, она стирала в холодной воде. Это прекрасно помню, хотя вот мне 24 года, но я помню этот процесс. И, может быть, в некоторых моментах легче сейчас женщинам, но мне кажется, очень сильно повлиял в некоторой степени и советский период, когда на женщину возложили очень много обязанностей. То есть появились ясельки. Вы хотите сказать, эмансипация не пошла на пользу нашим традициям? Нет, в принципе, польза есть. Нет, я имею в виду, появились ясельки, да, с 3 месяцев, когда детей начали отдавать в эти ясельки и так далее. И вот как-то женский труд, женщина, она
но к ней перестали вот относиться вот с таким же... Не то, что перестали, уже нет такого, возможно, глубокого почтения к тому, вот что вот она родила. Женщине не хватает почтения сегодня, крымско-татарской женщине. Может быть. Ибрагим Бей, согласны ли вы с таким посылом? Ну, во-первых, что осталось от традиции, а во-вторых, действительно, женщине не хватает почтения? Возможно, да, действительно. Роль женщины сейчас однозначно не такая, какая была раньше, мне так кажется. А к тому, что осталось от нашей традиции, я вот к словам Мустафа Бей добавил бы, есть еще желание сохраниться. Наше желание самосохраниться. Вот как Вы сказали, что роль женщины сейчас не такая, какая она была раньше. Какая она была роль женщины тогда и сейчас? Мы опять уходим в гендерную тематику, но я так понимаю, что в последнее время она у нас слишком такая вот актуальная стала. Ну, женщина, скажем так, была чем-то таким вот не общедоступным однозначно. То есть Аккуратнее. чем-то оберегаемым. Мы сейчас можем обидеть какую-то часть. Оберегаемым. Вот. А сейчас, пожалуйста. И то есть в целом, то есть отношения тоже элементарно, тот же пример вот с материнством, оно сейчас даже, наверное, дети не так ценят своих матерей, как это ценили раньше. Мне так кажется. Альбина Ханум, что скажете по этому поводу? По какому конкретно? По гендерному вопросу, по женской роли, по традициям? У нас тут комплекс, мы как обычно. Ну, начну с традиции. Она была черным критиком. Мне кажется, наши традиции не сохранены. Даже вот этот прагматизм, который, да, работает, он сработал на нас вот очень сильно. То есть мы стали значительно прагматичнее. Мы с готовностью отказываемся вот от многих вещей, да. Если это, тут, вот возвращаясь, да, к понятию науки, да, мы сейчас стали носителями инструменталистского понимания этничности. То есть если раньше мы были носителем примордиалистского понимания этничности, этничность – это то, что нам дано, этничность мы должны сохранять, этничность не выбирается, этничность выражается в языке, культуре, территории, да? То есть это очень кратко. То инструменталистский подход говорит о том, что этничность можно выбирать, этничность – это инструмент, этничность – это то, что позволяет достигать каких-то социальных статусов. Вот, то есть вот это вот мы сейчас находимся вот на смене вот этих вот парадигм этничности. Вот, если мы говорим о том, что мы стали прагматичнее, а мы стали прагматичнее, на мой взгляд, то мы с готовностью отказываемся от того, что нам кажется рудиментами, да, то это не нужно. Оно не несет практического значения. Казанок не нужен. Казанок не нужен, появилась мультиварка. Но есть другой момент, да, то есть я не хочу быть, хотя я не хочу, наверное, я буду в данном случае черным критиком, да, таким вот критическим таким настроенным, и находимся мы, ко всему прочему, вообще на очень большом ряде вот таких вот границ изменений, границ трансформации. Наше поколение, вот поколение наше всех, мы здесь представители разных поколений, но наши поколения переживают и являются субъектами вот этой вот трансформации целого ряда изменений. Гендерные изменения в том числе. Мы меняем, я не говорю о том, что, допустим, что мы готовы менять, там, допустим, половую принадлежность, применю старое слово, да, не об этом, слава богу, мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что мы изменяем гендерное поведение. Из мужчины-добытчика и женщины-хранительницы очага мы не можем четко выверять вот этих очень таких вот жестких привязок, да, вот таких социальных функций. Их нет. Гендерный функционал изменился. И если сейчас женщина не работает, я задаю вопрос, а что ты не работаешь вообще-то как-то? Что ты не работаешь? Это уже как претензия звучит. Да, это уже как претензия. А что я там... То есть, понимаете, вот мы находимся вот на состоянии вот этой вот изменений. То есть у нас нет матриц каких-то, да, вот по которым мы меряем, то есть, потому что они тоже изменились. Их тоже сейчас нет. Вот. Означает ли это, что мы сейчас на пороге формирования такой новой крымско-татарской этики? Возможно, если это будет нужно, мне кажется. Оно, возможно, будет нужно, только что ляжет в основу этих правил. Что в этой настольной игре будет нашими общими правилами и что будет нашим игровым полем. То есть, если мы выработаем конструктивное игровое правило при определенных, да, фишках и условиях взаимодействия, вопрос в том, что мы выработаем. Но мне кажется, какой у нас как раз таки не хватает дискуссии о том, что мы вырабатываем. То есть мы все как-то реагируем на какие-то вызовы извне, да, то, что с нами происходит, работаем уже с тем, что с нами случилось, но как-то вот не находим время для того, чтобы проанализировать это, да. То есть вот
Ну, грубо говоря, то, как выглядит девушка в джаме, у нас воспринимается как, ну, точнее, интерпретируется исключительно в рамках критики, но мы не обсуждаем вообще, в чем проблема. Да? То есть проблема в том, что родители не научили чему-то, проблема в том, что и мамы не конкретизировали, да, каким должен быть внешний вид и вообще правила игры вот в джаме, да, вы извините за такую аналогию, но это тоже правила, да, определенные. Так вот, речь о том, что кто ответственен и кто должен вообще включать вот эти новые правила, новая этика, новые нормы. Как думаете? И тут, видите, еще самое, правила поведения в джаме, казалось, они очевидны. Но не всем понятно. Не всем. Вот они как бы понятно, что ты как бы это понятно. Если есть какой-то опыт элементарный, какое-то взаимодействие, вот Эльвира Ханым до этого говорила, да, то есть в любой храм ты заходишь, у тебя есть какой-то дресс-код, да, определенный. Почему здесь мы не понимаем это со своей религией? Я вот даже, признаю вам честно, зачет, когда по религиоведению принимаю, говорю, расскажите своему ребенку о своей религии. Своему ребенку о своей религии, не о чужой, а своей. Есть что сказать будущим родителям? С третьего раза сдают зачет. Понимаете? С третьего Хорошо, они что с третьего не могут могут такое рассказать сказать. о своей религии, о своей. Означает ли это, что тот базис, который у нас был сформирован на основе религиозных традиций, правил, норм, на сегодняшний день уже потерял свою ценность и важность? Ну, это однозначно. То есть я бы даже хотел добавить, что в принципе то, что мы видим и обсуждаем, да, вот девушки в мечети, внешний вид их, то есть вызывает Ну, это как один из вопросы, примеров. да? Это как один из Но примеров. я хочу да. сказать, что, наверное, определенное время назад такой внешний вид вызывал бы вопросы даже просто выйти на улицу со своего двора или там даже во двор со своего дома. Это уже вызывало бы вопросы. Внешний вид девушки, в котором они сейчас уже позволяют себе заходить даже в мечеть. И у нас как бы уже только здесь мы одумываемся, подождите, а разве так правильно как бы в мечеть вот так приходить? Мне кажется, вот слишком много вопросов сейчас к нашим девушкам, к женщинам. Мне кажется, это не совсем правильно. Выравнивайте баланс. Да, но Это и как пример. мамы, и мечети, в принципе, могут же сами заходящим вовнутрь мечети сказать о том, что здесь нужно находиться в таком-то виде. Пожалуйста, вот есть халат. В каждой мечети практически, я очень часто бываю в мечетях Крыма, есть халаты, есть платки, пожалуйста, надевайте, заходите. То есть разве в каждой мечети об этом говорится? Ну, мне кажется, мы сейчас пытаемся винить последствия, а не Говорить о какие-то- последствиях, а не причинах. Да, Ну вот я и пытаюсь начать разговор или продолжить разговор в контексте мы не такие, какие мы были раньше. Да? То есть мы, крымские татары, не похожи на самих себя образца даже начала 20 века. Так стоит ли нам зацикливаться вот на вот том, что у нас было? Ведь эти традиции, они не сформировались как-то за один день. Да? То есть эти традиции стали результатом какой-то нашей эволюции. Поэтому, может быть, сейчас что-то происходит. Вопрос только обозначить, как Эльмира Ханым говорила, игровое поле и те рамки, в которых мы должны быть. Потому что, вот, собственно говоря, сам обряд никях, раз уж мы на этом зациклились, да, собственно говоря, как и дать имя ребенку и так далее, это становится просто вот обыденным обрядом. Да? То есть мы должны прийти, мы должны это сделать, потому что без этого как бы, не представляется жизнь нельзя начать вот без этих элементов. И даже больше того, наверное, сейчас никяху отделено место, это вот где-то между фотосессиями. Нужно еще зайти в мечеть, там посидеть, тоже классный кадр сделать и поехать дальше сниматься. То есть, и здесь, наверное, и вот я хочу подойти к тому основному. То есть традиции, они вытекали как следствие определенного поведения, которое основывалось на определенных моральных ценностях, да? То есть люди верили во что-то, жили с чем-то, считали это нужным, это важным, и согласно этому действовали. И потом оно, то есть, выливалось в традиции, обряды и так далее. Сейчас же ценности, то есть то, на чем мы зациклены, они однозначно смещены, скажем так, да, ценности. Наверное, в данном случае мы видим, что в никях это важно красивую картинку сделать. Вот. То есть мы сейчас зациклены на вот этом, наверное. То есть есть ритуал, нам его нужно исполнить, а содержание уже и важности, и смысла его Да, никто не понимает. смысл нам, вот внешний вид, чтобы он должен был быть, да, Соответственно. там, где-то должен впечатлить и так далее. То есть, и тут вот это важно, то есть, и все остальное становится неважным.
и все как бы. Мы на пороге конфликта вот между, ну, такого, прям не конфликта, а такого латентного, да, латентной дискуссии о том, что вот есть традиционализм и есть некий модернизм, да, и вот мы где-то вот на границе этих столкновений, этих взглядов. На каждом человеке есть определенная ответственность, да, за традиции. То есть мы сейчас пытаемся выяснить, кто должен за это все отвечать, за то, чтобы мы Нет, это мы все пытаемся знали. разобраться о месте этих традиций вот в нашем сегодняшнем дне. Ну, естественно, у нас будет сейчас какой-то переходной этап от традиций к модернизму, но мы же можем с достоинством сохранить свои традиции, при этом быть современными. Ну, понимая суть, да, своих традиций, при этом остаться, ну, соблюдая традиции, но при этом быть современными людьми. Мы можем, Шевкетбей? Наверное, если мы приложим много усилий, мы сможем. Но разрешите, я вот вернусь, отмотаю нашу дискуссию немножко к началу. Начиная новую работу, требуй инструкции. Поэтому Алиме Ханум правила нужны, и они должны оговариваться всегда и при любых условиях. Начинается новая семья, давай на берегу договоримся, ты ведешь себя так и так. Ты идешь в мечеть, давай на берегу договариваться. Ты будешь выглядеть вот так и вот так. И не надо думать, что это априори на кого-то снизойдет, и кто-то будет, да, конечно, надо будет себя вести вот так вот. Потому что, может быть, воспитание было совсем другое. И, может быть, тогда вот те проговоренные правила что-то изменят. Я не согласен с вами, потому что вы говорите, что сейчас меняется отношение к женщине. Если вспомнить 1944 год, на мой личный взгляд, мы все выжили только благодаря женщинам, потому что в этих вагонах, которые отправляли в Среднюю Азию, на Сибирь и на Урал, были женщины, дети и старики. Старики, которые уже не могли, и дети, которые еще не могли, а могли только женщины. И пока этих мужчин возвращали с фронта, благодаря этому все и выстоялось. И сегодня говорить, что женщина другое отношение, не может оно быть другое. Оно может быть только почтительное, потому что если мы говорим о крымско-татарских женщинах, на мой взгляд, мы живем в эпоху матриархата. Я вижу сильных женщин. Вы обратите внимание, давайте вот говорить только о Крыме, давайте говорить только о крымско-татарском сообществе, народе, или я не знаю, как правильно это сейчас обозвать. Музей возглавляет женщина, библиотеку возглавляет женщина. А если говорить дальше, какие-то... Медиаплощадка женщина. Мы, к сожалению, сегодня не на первых местах, потому что, видимо, женщины поняли, что на своих плечах они могут вынести гораздо больше. И если вот все это вот в формат какого-то внешнего вида, одежды, давайте вернемся тогда туда-то. Ну давайте тогда не на машинах приезжать сюда, давайте повозочки запряжем, давайте уберем телефоны, откажемся от Инстаграма, Фейсбука и так далее. Потому что получается, что невозможно вот это вот развитие без вот этих вот сопутствующих каких-то вещей, внешнего вида и так далее. А если говорить, кто виноват и что делать, в первую очередь человек должен сам для себя решать. А если ему повезло, что в окружении есть люди, которые могут объяснить, ну, тогда этому человеку дважды повезло, что у него есть и мозги, и он может это воспринять правильно. И он будет себя и в мечети правильно вести, и уважительно относиться и к своим традициям, и уважительно относиться к тому, что было, но при этом не перечеркивая того, что будет. Мне кажется, вы знаете, вот конфликтность у нас всегда возникает на границе сочетания нашего прошлого и нашего настоящего. Почему? Потому что все вот эти дискуссии, они всегда апеллируют к тому, у нас так не было раньше. А насколько люди хорошо знают, как было раньше? Вот. Давайте вот мы вот в каждую щель обычно вот на транспаранте выносим имя Исмаила Гаспринского. Совсем недавно команда специалистов подготовила его полное собрание сочинений, переведенное на русский язык. То есть люди, которые не владеют арабицей, не могут прийти в библиотеку и обратиться к архивам и к Терджеману в первоисточниках, сейчас могут прочитать вот на русском языке вот эти вот подготовленные довольно увесистые тома. И вот если читать те выписки и те аналитические статьи, подготовленные Исмаилом Гаспринским, где он анализирует крымских татар как отдельный народ, это, знаете, мне бы не хотелось возвращаться в то время, где мне должны втолковывать, что от оспы надо прививаться, что не надо продавать свою землю за 3 копейки, потому что ты эти 3 копейки завтра потратишь и останешься без дома. А он этим занимался. Почему? Значит, потому что вот то сообщество, которое было, наши предки требовали этого. Нужно было воспитывать людей.
правила нужны были. И тогда тоже. И получается, что призывать вернуться туда зачем? У нас сегодня есть люди, у которых 1, 2, а то и 3 образования. Мы знаем несколько иностранных языков. Мы знакомы с литературой не только своих авторов, но и авторов литературы других народов, что тоже тебя воспитывает. Поэтому, мне кажется, нужно уметь, опираясь, конечно, на традиции, просто строить культурные мосты. И вот тогда все будет правильно. Лилия Ханум, у нас с культурными мостами получается? Вот я не знаю, я не мостостроитель, конечно же, но мне кажется, знаете, что вот говорите Гаспринского, это мы сейчас его воспринимаем уже по прошествии стольких лет как незыблемый авторитет. Ведь он в свое время был тоже гоним. Ведь он тоже не был принят. Ведь это же тоже большая такая... Мы сейчас, как это Гаспринского? Ну, его тоже не принимали. Вот. Это не, Они принимали почему? Для своего времени он не был настолько однозначным, насколько он сейчас однозначен для нас. Он и для нас сегодня тоже есть люди, которые его не воспринимают. Но, Ну, тем не в менее. целом это авторитет. Да, это авторитет, это интеллектуально, это наша гордость. Особенно, когда ты где-то извне это слышишь, да. Мне кажется, знаете, вот вопрос, тут мы балансируем опять-таки между молотом и наковальней в том плане, почему. Мы должны сохранить нашу традиционность в том или ином виде, да, но мы должны быть и востребованы в современном мире вообще. Мы должны быть востребованы в целом на мировом интеллектуальном, скажем так, интеллектуальном, культурном, любом другом формате. И вот эта вот востребованность можно только достичь, если ты будешь строить эти культурные мосты. Возможно, Иначе никак. овладевать новыми навыками. Не только школьными. То есть ты должен быть современным человеком. Новые навыки, это разве не современность? Мне кажется, мы с вами об одном и том же говорим, только Возможно. разными Вы знаете, я сейчас словами. вас слушаю, а мне вспомнился фильм, может, кто-то из вас, поколение, может, уже не смотревшее. Заканчивается фильм тем, что один бросает в него камень, а потом он просто забивает камнями. Вот, понимаете, просто не вспомню. Вот один бросил камень так слегка, и все, и потом заканчивается фильм тем, что над ним просто такая, знаете, вот груда камней, его забили. Вот, то есть, понимаете, дело в чем, мне кажется, здесь очень важно вопрос того, что мы предлагаем окружающему миру, чтобы сохраниться, как крымские татары. Как мы формируем свою повестку дня. То есть я задаю сейчас много вопросов, да, но вот вопрос не столько в традиционализме, сколько в необходимости, в актуализации. Пожалуйста. Подождите, здесь мы говорим о том, чтобы быть... давайте так, опять, экономическая терминология всегда спасает в такой ситуации. Мы говорим о конкурентоспособности смыслов или о чем? Наверное, да, наверное, конкурентоспособности смыслов, подлинности. Наши смыслы конкурентоспособны? Я бы хотела немножко продолжить вашу тему разговора. Потом будете оппонировать Шевкиной. С основной мыслью я согласна. Но вот период, к которому мы отходим и говорим про Исмаила Гаспринского, это период Кара-Асыр, то есть период, когда мы переживали не самое лучшее в нашем обществе. То есть благодаря источникам мы знаем, что даже газету «Тиржеман» некоторые из представителей крымских татар в тот период брали краешком халата, чтобы не испортить свое омовение. То есть Исмаила Гаспринского в свое время вот до такой степени были люди, которые его не оценили, но при этом его оценили в его время в международном обществе. Вспомним, что его выдвигали на премию, Нобелевскую премию. Да. Я вообще хотела немножко к другому перейти. Мы говорили про Кара-Асыр, про то, что было такое вот общество, и туда не хочется возвращаться, но мы можем вернуться еще раньше, да. Насколько еще раньше? Я не говорю о возвращении, я говорю о том, что... Крымское ханство. Я говорю не об этом, я говорю о том, что в этот период было множество разных примеров, которые мы можем ставить для себя. Известные историки, известные ученые, которые... Что нам даст эти аналогии? Что нам даст? Это другое время. Для нас они могут быть примером. Но сегодня век практического, прагматического, насколько это применимо сегодня. То есть мы очень хорошо воспроизводим, да, эти примеры. Мы очень часто обращаемся к опыту Крымского ханства, к опыту периода Гаспринского, к опыту периода Нумана Челебиджихана. Но что нам дает? У нас на одной из дискуссий была Эмине Ханума Асанова, психолог, и она говорила о том, что да, мы знаем это, но что нам дает это вот в реальности? Я могу сказать, что надо. Для меня, например, прошлое — это сильный ресурс. Эмоциональный или какой? Да, эмоциональный. Я восхищаюсь этими людьми и вот продолжаю работать, потому что, во-первых, мне это безумно интересно, а во-вторых, это сильный эмоциональный ресурс, который помогает идти дальше.
Мне кажется, здесь вот у меня такое восприятие сейчас, что как будто бы Мустафа больше говорит про формы. Шевкет говорит больше про формы, а также говорим про смыслы. То есть есть внешние, как это выглядит, да, и есть его наполнение внутри. Вот речь не идет о том, чтобы вернуться вот в те формы, скажем так, и ездить на повозках, а речь о том, что задуматься, а какими смыслами, какими ценностями жили в то время, например, почему формировались те или иные традиции, было принято что-то в норму, например, а сейчас, например, это уже не то. Потому что, соответственно, меняются смыслы, ценности. Вот о чем речь, мне кажется, больше идет. То есть, если говорить, например, вот вы теперь спрашиваете конкурентоспособность смыслов, да? Вот об этом возвращаться. И здесь, наверное, речь не о том, что вот что-то такое глобальное, а здесь, наверное, начинается все из личностного. То есть, вот для меня, я, например, собираюсь совершить никях, или вот у меня родился ребенок, теперь я думаю о том, как его воспитать, там начинается с того, что дать ему там имя в правильной форме, скажем так, это прости, еще и имя какое я хочу дать, это будет... Это там, отдельная дискуссия, да. мы не будем Но это тоже заглядывать. часть наших традиций, то есть это тоже большое значение. Показатель. И вот, то есть я вкладываю смысл, например, какой-то в это имя. Не знаю, это просто уважение к моему дедушке, или я задумываюсь над его смыслом, или же мне кажется, просто должно понравиться его звучание и форма, и так далее. Он, не знаю, там подпишется в итоге там в Фейсбуке, у него будет хороший ник. Я не знаю, докуда можно дойти, то есть можно вообще, то есть, дойти до того, что да лучше цифрами называть, например, ну, так удобно, Вы сейчас практично. апеллируете к Илону Маску? Ну, куда-нибудь, да, в будущее заглянуть, почему бы и нет, например. То есть вот чем мы живем, о смыслах речь идет. Мне кажется, вот если задуматься о смыслах, то есть вот куда мы хотим прийти, вот тогда мы поймем, что дорога наша вот примерно вот так она идет, наверное. И вот давайте теперь вот в рамках этих думать, как быть дальше. Знаете, вот ключевым вопросом смыслов, мне кажется, одним из ключевых вопросов является то, что мы воспитываем в своих детях. Что мы воспитываем в своих Вот детях? и здесь я не могу сказать, у меня, наверное, опыта нету с 3 детьми, что воспитывать в детях, да, но мне кажется, знаете, вот сейчас вот дискуссия, с чего мы начали, мне в голову пришла мысль о том, что, посмотрите, ведь сейчас поколение Инстаграм – это поколение детей тех родителей, которые... еще, наверное, не родились в Крыму, но их этап молодежной подростковой социализации прошел в 90-е годы. То есть к чему я сейчас это говорю? 90-е годы на уровне всей системы распад Советского Союза, значит, распад прежней системы ценностей. На уровне нашего крымско-татарского этноса это переезд в Крым и... необходимость включения, вот я говорю сейчас сложная она вещь, да, но необходимость включения в новое поле, в новые социальные отношения при упадке прежней системы ценностей. То есть вот это современное поколение, молодое поколение, это дети тех родителей, которые выросли в период кризиса идеологий. Кризиса советской идеологии, отсутствие атеизма, очень важная вещь, приобретение новой религиозности, приобретение новой этничности, необходимости формирования крымской повестки дня. То есть вот, понимаете, крымско-татарской, да. То есть это дети поколения, вот такое, знаете, вот в Австралии называлось, да, может, даже многие из вас знают об этом, да, потерянное поколение. То есть детей австралийских аборигенов забирали, возле 3-5 лет, у нас не такая катастрофа была, как у них, возле 3-5 лет забирали и возвращали их в 15-16 лет к своим. Все. Совершенно другим мировоззрением. Без языка, совершенно, то есть они антропологические аборигены, а вот здесь не-а. Вот мы не перешли в такой глубокой стадии вот этот кризис, да, социализации или этнизации, но мы тоже были носителем вот этого вот кризиса социализации. То есть мы, наверное, сейчас родители, которые говорят: оказывается, что ты так, вот ты там в джами пошел, дело не в том. Подождите, а вы что сформировали в своих детях? То есть я в данном случае готова ставить вопрос об ответственности родителей. Бэби-бумеров. Бэби-бумеров, да. То есть почему твой ребенок ведет себя так? Значит, ты его не воспитал? Ну, то есть я примитивизирую. Тут значительно упрощаем. Все, да, упрощаем. Тут все значительно глубже. То есть это, ну вот, мне кажется, вот это, что всегда ускользает, мы воспитываем детей. То есть вот сейчас мое поколение воспитывает то, что мы видим. Вот результат этого мы увидим лет через 10-15. Когда они воспитают своих детей. Да. Вот поэтому вопрос, опять-таки, я не хочу уходить
в такую, скажем так, вопрос зоны ответственности. То есть то, что мы видим сейчас, это результат деятельности поколения вот рождения 70-х, начала 80-х. Шевкетбей, у вас была реплика. Да, 15 минут назад. Я по поводу конкурентности смыслов. Если мы говорим о смыслах крымских татар, мне кажется, что нужно уже принять такую мысль, что широко миру на это, в общем-то, все равно. Мир не ждет наших смыслов. Не ждет наших смыслов и не ждет, сохранимся мы или не сохранимся. Поэтому наша задача сохранить вот нас, вот в кругу, вот мы сидим вот сегодня за этим столом, наша задача сохранить. А если мы хотим популяризировать вот эту вот крымско-татарскость, это вот то определение, которое вы, кстати, ввели в общее поле обсуждения после своей книги, вот тогда нужно уметь проводить параллели. И вот Эльвира Ханум сказала по поводу того, что она восхищается деятелями истории, ну, наверное, поэты, если мы говорим о ханах, да, мы же часто о них вспоминаем не только как о завоевателях, но и как о деятелях слова. Ведь можно выстраивать таким образом, чтобы искать и в других культурах таких же людей, и проводить эти параллели. И глядишь, там тебя пригласят на конференцию какую-то, ну, расскажешь им о их деятеле, и сразу о своем деятеле. Точно так же работают сегодня литературоведы. Их немного в Крыму, но мы вынуждены работать так. Если мы приезжаем, и я, как специалист, который сегодня посвятил энное количество времени творчеству Эмиля Амита, я понимаю, что если я буду говорить только об Эмиле Амите, о крымско-татарском писателе, переводчике, он был один из самых ярких представителей литературы 70-х, 80-х годов. Им это не интересно. Но если я найду параллели, и если я смогу это грамотно выстроить, глядишь, кто-то и к книге обратится, не только о биографии будет знать. Поэтому, если говорить о конкурентности смыслов, на сегодняшний день они должны быть выстроены на параллелях. Правильно ли я понимаю, что наша проблема заключается в том, что мы очень глубоко сидим вот в этих своих рамках крымско-татарскости? Да. Надо выезжать за пределы Крыма, надо выезжать за пределы вот своего вот этого узкого видения и пытаться найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы о крымских татарах знало не 100 тысяч человек, а 100 миллионов человек. Для того, чтобы ты приехал в какой-то крупный город, не будем говорить какой. Неважно. И чтобы там не говорили, это те, которые против президента, а чтобы говорили, это потому что вот у вас есть вот это и вот это. И вот то, что вот это вот перечисление, это на наших плечах сегодня. Илон Маск должен быть крымским татарином. Ну, увы, он не крымский татарин. Он должен быть. То есть, условно, да, образ Илона Маска. Но мне кажется, здесь опять же смысл, то есть вот говорим о том, что смыслы как бы неинтересны людям. А мне кажется, наоборот, у нас есть много чего, что дать миру, то есть, и это было бы интересно людям. Мне кажется, проблема здесь не в этом, да, не в том, что мы не имеем этих смыслов. Мы просто, во-первых, мы глубоко не знаем, любой выход за пределы крымско-татарскости у нас всегда воспринимается как... далеко ходить не будем. Я абсолютно уверена, что где-нибудь какой-нибудь комментарий под этим выпуском обязательно напишут, что не знающий своей истории не имеет будущего или еще что-то в этом духе. Очень расхожая фраза. Да, очень расхожая фраза, и часто нас в этом обвиняют. И часто пишут люди, которые как раз-таки своей истории не знают. Вот, да, обычно так и бывает. Я к тому, что вот выход за пределы крымско-татарскости у нас часто воспринимается как угроза крымско-татарскости. Вот я об этом. А я о том, что вот, например, была история. В Бахчисарай приехала женщина с Европы, она составляла книгу, кажется, я еще был маленьким, это больше с рассказов родителей, я помню историю, о том, что она приехала и собирала информацию о крымских татарах. Вот о депортации и так далее, все, что вот она видит, как бы. И она попросилась пожить с крымско-татарской семьей, чтобы увидеть, вот как сейчас живет, вот это 90 какой-то год, крымско-татарская семья в Крыму. И один раз вечером собрались, то есть вот семья, в которой она живет. У нас уже озвучивалась, кажется, эта история Бекирага Умеровым. Да? Да. И вот история о том, что собрались родные там братья, сестры, дети. Семья. Халабалых такой. Хоранта и Шаматал Хоран. И она говорит потом такую фразу, что вот
в Европе вот такого, у нас такого не найдете, говорит. Вот этой теплоты какой-то, атмосферы, вот семейного такого очага, скажем так, обмен. У нас нету, это говорит. она польстила. Другие вещи. Ну, нет, почему? Это я от многих слышал. То есть родителей там навестить раз в год, это считается чем-то, ну, как бы, хорошо ты сделал. Такого много, то есть можно встретить. А Мне так, кажется, в целом, мне кажется, это больше стереотипное такое восприятие. Там тоже на Западе не все так вот... не все так однозначно, это однозначно. Но, тем не менее, то есть отношение к соседям. То есть мы сейчас это видим на своем примере, как у нас не везде с соседями Вы знаете, здесь хорошие проблема... отношения. Хотя это тоже наша культура. Извините, я перебью. Мне кажется, здесь проблема в том, что мы очень зацикливаемся на семье. Мы, когда проводили наши с коллегами исследования, мы исследовали и фактор доверия. Да? Так вот, у нас есть проблема с доверием друг друга. То есть нам комфортно как раз-таки в рамках семьи, но мы не выходим за рамки этой семьи. То есть мы уже не доверяем друг другу. Да? Мы тут не одна семья с вами, но мы уже потенциально с вами уже не доверяем, да, друг другу, предположительно. Почему? Именно поэтому, да, у нас лозунг про Берлик, который вот с тех самых там ханских времен, с тех самых гаспринских времен, он у нас прям тиражируется, повторяется, вне зависимости от того исторического периода, который мы проживаем. То есть у нас есть проблемы с доверием. Поэтому в семье нам комфортно, это вот такая вот наша глобальная ценность. Единственный институт, который у нас сохранился и который стабилен и постоянен. Я так понимаю, то, что вот вы историю привели в пример. Вы хотели показать, что есть исследователи, которым интересны крымские татары. Нет, не исследователи, а в целом, то есть европейское общество, не знаю, любое другое общество, наверняка может в нас найти что-то ценное, если мы сами это в себе найдем и начнем это как-то... Оно может, но ему надо сначала сказать, что мы есть, понимаете? Если бы мы на каждом углу бы говорили, тогда бы, да, и задумались бы и исследователи, и литературоведы, и искусствоведы, и так далее. Вспомните, вот, подождите, вспомните вот эту песню, с которой выступала Джамала. Ее... Слава Богу, спасибо Джамале, что она вот это спела, и что Европа узнала, что в 1944 году, оказывается, вот такая трагедия с маленьким народом произошла. А до этого, ну, ничего же не было. И поэтому сегодняшний день наша задача об этом говорить. Понимаете, мы, естественно, нам есть чем заинтересовать. Конечно, мы можем говорить и про наше декоративно-прикладное искусство. Я уверен, что вот поставьте меня, я вам расскажу и о современном крымско-татарском искусстве, и мне будет что сказать для того, чтобы защитить деятелей нашей культуры сегодня на современном арт-рынке. Не знаю насчет писателей, но... Если постараюсь, и это смогу представить. Важно, понимаете, чтобы это было кому рассказывать. А для того, чтобы это было, это нужно все время в себе собирать и все время об этом заявлять с параллелями. Потому что не могут вот изначально... Вот, ну ладно, давайте, вы там рассказывайте о своих крымских татарах. Но не будут слушать. Понимаете, на международных конференциях не будут слушать. Если не сумеете сделать так, чтобы с хозяином, который принимает эту конференцию, связать вот какую-то и их тоже национальную черту, и их национальную важную дату, и имя для них важное. Будут слушать на конференции? Будут. В каком Если вы контексте? говорите про Нугаев, куда вы ездили, ну, конечно. Я это... про Нагаев не говорила. Я рассказывала про эпос про Адильгерая, про Калгы-Султана. Нет, я говорю про тех, кто вас пригласил. Да, Ну, но это я же на конференции одна рассказывала... тюркская семья. Я рассказывала про эпос крымского Калгы-Султана, Адильгерая. Там очень интересный эпос, очень интересная история с персидским шахом и его женой. С персидским шахом. Да, потому что у Адильгерая был роман с его женой, и его убили. Линия. И я провела еще одну параллель и рассказала про проблему дворца Калгы-Султана, потому что, говоря про Калгу-Султана, я не могла не подчеркнуть и это. Я думаю, Вы что... фактически сделали то, о чем я вас сейчас и говорю. Те самые мосты. У нас Понимаете? мосты сейчас, ну, то, что мы говорим, мы, по сути, говорим Об то же одном и том самое, же. но разными путями. Просто мне кажется, что в нашем народе должно быть больше специалистов, больше профессионалов, которые будут отвечать вот за свое. А вы за искусство, я там за историю, например, и так далее. То есть это будет очень круто, если среди нашего народа будет больше профессионалов. Нам не хватает глобализма. Нам не хватает терпимости. Мы очень критично относимся к тому, что делает другой такой же крымский татарин. Мы настолько критичны друг к другу. Очень.
аж спать не могу. Понимаете? Вот это вот, к сожалению, вот вся наша дискуссия, она всегда носит неконструктивный характер. Почему я, честно скажу, не часто читаю всю эту полемику под постами, потому что вот, ну какие мы злобные, ё-моё, какие же мы злобные. Мы нетерпимые, мы готовы с легкостью критиковать. Мы вот об этом... Обесценивать. Вот очень такое хорошее слово. Мы готовы обесценивать все, что делают другие. Вот это очень плохо. Мы с коллегами об этом начали, говорят, надо вы продолжить эту мысль. Вместо того, чтобы гордиться, мы начинаем топить. Вместо того, чтобы поднимать, мы начинаем крошить. Вот это плохо. Мы должны гордиться друг другом. Шевкетбей, новые социальные нормы. Какие бы они должны были бы быть у крымских татар? Ну, то, что сейчас перечислила Алиме Ханум, только наоборот. Вот хотелось бы, чтобы поддерживали. Вы знаете, вот мне вообще кажется, вот я сейчас... Вот эти вот дискуссии, конечно, фейсбучные. Я бы вообще Facebook какой-то лимит давал, знаете, вот 10 минут человеку, чтобы он не успел гадости сказать, а только вот по сути бы 1500 знаков. Все. Вот, может быть, Твиттер и прав, да, вот это вот их ограничение, оно как-то вот, знаете, заряд умной мысли, Концентрация смысла, да, идет, и нету вот этого вот растекания по древу. Вот, например, сейчас опять дискуссия. Разделение крымских татар на таких и таких, на таких и таких. Мне кажется, нам нужно научиться в каждом человеке, в котором есть толика крымско-татарской крови, есть уважение, может быть, они не крымские татары, но они уважают крымско-татарский народ, нашу историю, они сочувствуют той трагедии, через которую мы прошли, проходим, и, может быть, она все еще длится по сегодняшний день. Всех под наше крыло. Всех оберегать, помогать, направлять, и только тогда мы сможем, наконец-таки, подняться на какую-то новую ступень. Не кто-то один из нас, не только одна певица, один актер, один режиссер и один писатель, а чтобы все вместе, вот все население, вот все мы, чтобы мы поднялись над вот этой вот грязью, в которой мы бултыхаемся. Для этого нужно вот таким образом. Я не верю вот в эту вот в чистоту крови, в чистоту каких-то помыслов. Давайте вспомним, мы сегодня часто обращаемся к истории. Давайте вспомним, как Германия себя в свое время вела и к чему это привело. Ни к чему хорошему. Государство было уничтожено. Как они выстояли, я не знаю. Я думаю, что выстояло не государство, а выстоял немецкий народ. Понимаете? Поэтому нужно же уметь делать выводы из того, что было за плечами, и стремиться все-таки к созиданию. И если говорить про социальные нормы, то вот они должны быть: меньше говорим, больше делаем. Ибраимбей, мы способны меньше говорить и больше делать? Ну, в эпоху Фейсбука и Инстаграма это мало. Для нас важно все-таки, вот, действительно, для нас важно показаться, не знаю, что-то такое. Тема обсуждения, наша традиция, она немножечко вот с этим и входит в конфликт, что сейчас важно же удивить как-то, а традиционно, как бы, ну, все так делали, как бы, и особо не удивишь это, например. А вот что-то новенькое придумать, вот сейчас, например, уже там невесту выводит папа под ручку, там уже там дружки и так далее. Стреляют на свадьбах. Да, например, то есть раз удивили, и уже как бы круто получилось, получается так. Ну, то есть традиции, если от них отходить, то выгодно выглядит со стороны, наверное. Я так это понимаю. Мне кажется, опираясь на традиции, это я хочу сейчас формулировать, наверное, мысль определенной части крымских татар, которые вот поступают определенным образом. Вот, наверное, они так мыслят, что если отличиться чем-то, то вот тогда как бы получится достичь результата. Тут традиция мешает. Она бесконечная. Она бесконечная, и она, самое главное, тоже об этом писал. И то же самое. Он это как маркер, наверное, маклер. Вот оно как-то вот входит в нас, наверное. Слушайте, ну сегодня свадьба — это такая площадка глобальная, где мы можем, вот я уже не раз об этом говорила, что это единственная площадка, где мы вот так вот глобально собираемся. Поэтому, наверное, она и занимает очень часто большую часть любых дискуссий. Я о другом, о том, что сегодня... Ну, скажем так, с одной стороны, есть такое вот ощущение, что традиция — это некая инертность и инфантильность, да, а вот все, что вне этой традиции, оно вот такое вот современное, модерное, насколько вот такая вот, ну, скажем так... Это неправильная позиция. Это неправильно. Дисбаланс абсолютный. Ну, не абсолютный дисбаланс. Вот возьмите Эльвиру Ханум, историк, которая грамотно развивает свой Инстаграм, у которой есть определенная аудитория, у вас несколько тысяч подписчиков. На секундочку. Маленький город, понимаете? То есть, говорится же о истории, говорится о традициях, говорится же
традиционных каких-то ценностях. Или возьмите кого-то другого, кто рассуждает о современном, и у него там 3,5 человека подписаны, потому что это неинтересно. Все зависит от человека, все насколько ты этим владеешь, потому что сегодня есть отдельная профессия, SMM-специалист, специалист ведения социальных сетей. Люди получают очень большие деньги, гораздо больше, чем врачи, потому что вот они вот каким-то образом вот умеют выстроить вот это вот поле. Потому что это специалисты, которые следят за современными тенденциями, создают те самые мосты, о которых мы с вами говорили. Возможно. Ну, талантливые СММщики, если мы говорим. Возможно, поэтому я не согласен, что традиционно это вот пылью покрылось, да, инертность, а современность это вот расталкивая локтями побежали вперед. Тогда вопрос, которым я хочу, собственно говоря, и завершить нашу дискуссию, вопрос о том, что нам не хватает промоушена, нам не хватает самопрезентации, грамотного промоушена и самопрезентации. Мне кажется, что тема нашего обсуждения, она совсем не об этом. То есть промоушен, презентация, культура, там, арт-фестиваль и так далее, это все внешнее. А мы говорим про внутренние наши полуправила, да, то есть традиции. Это то, что внутри нас наполняет. Вот чем мы живем внутри. А если мы говорим о том, что у нас должна быть красивая картинка, а не задумываемся о том, а с чем мы живем между собой, если у нас постоянно какие-то склоки, там, друг друга только лишь критикуем и так далее, если у нас там интересует только внешняя картинка, я не знаю, если нас вот заботят такие, скажем, материальные вещи, грубо говоря, там, и все, только лишь это, то это, получается, большой такой красивый пузырь может получиться, а может и не получиться. А вот внутри все равно ничего не будет. Вот, например, говоря о современности, наверное, учитывая вот те ценности, традиции, которые были раньше, да, вот тех же свадебных, например, обрядов, вот фильм прекрасно вышел недавно, книги по этому поводу входят, сёски СМ, там, Нишан и так далее. Наверное, просто мысль так подкинуть. Наверное, сейчас нужно было бы сделать какой-то ахшам там, follow accept ахшамы, например. Когда девушка и парень, там парень кинул follow accept, там, запрос на подписку в Инстаграме, а теперь, например, родители говорят, хорошо, давай ты его принимай, там, общайтесь как-то так, да, например. Сейчас же это выглядит чем-то таким, как это так? Уже надо же определиться, решить, все как бы там, что они женятся, а потом уже скажешь родителям, что вот этот вот будет моим мужем, а это будет моя жена. То есть совсем, то есть все поменялось. А если говорить о том, о каких-то вот социальных нормах, которые предусматривают более высокую степень скромности, более высокую степень самосознательности, ответственности и так далее, да, то, наверное, так направо-налево, просто элементарно переписок не было бы даже. То есть, чтобы с кем-то начать переписываться, сейчас же есть такая возможность, прекрасно, но должно быть какой-то регламентированный, то есть, наверное, соцкий СМ или там до соцкий СМ какой-то вот должен быть follow accept ахшама, например, грубо говоря. Но это, то есть, должна быть современная традиция, наверное, если мы хотим придерживаться тех ценностей, которые были раньше. Как это называется? Чат родственников, потенциальных родственников в Фейсбуке, да? В тот же вечер создается группа там какая-то в Вайбере, например. Почему бы и нет? То есть это просто мысль. Смотрите, но мы сейчас, то есть я говорю и сам понимаю, что люди как-то, наверное, дико это могут воспринять. О чем речь вообще идет? А раньше, то есть вот Пенчереге Барбахмах пошел и увидел невесту. А сейчас ты не то, чтобы увидел там... есть аккаунт, и все. Тоже Пенчерен. Фейсбук. Вот вы говорите очень правильные вещи. Действительно важно обращаться не к мыльному пузырю, не к созданию мыльного пузыря, а к содержанию. Но для того, чтобы воспитать это содержание, не у всех же была возможность воспитываться в такой нравственной семье, где каждый обряд, религия и так далее, компетентной семье. Бывают разные случаи. И для того, чтобы вот этих людей, которые заинтересованы в том, чтобы узнать это, вот наши традиции, истории и так далее, вот тут вот средства массовой информации, в том числе и социальные сети, очень могут помочь. Если вы, предположим, сделаете какой-то ролик, связанный, давайте быть более скромными, если этот ролик будет грамотно выстроен с точки зрения сценаристики, с точки зрения света и так далее, и грамотно раскручен, то ваш ролик увидят не 15 тысяч человек, а, предположим, 115 тысяч человек. Согласитесь, приятно. Вот вы говорите о том, что в семьях не было, возможно, там определенного знания, там, не знаю, и так далее. А сейчас мы говорим о том, что если возвращаться к той публикации в Фейсбуке, да, с которой начиналось сегодняшнее наше обсуждение, там, например, было, насколько я помню, такое, так лучше уже не приходи в мечеть, раз ты как бы не можешь позволить себе там что-то накинуть поприличнее, например, да, говорится такого предложения. А тогда что получится в итоге? То есть человек приходит в мечеть раз, не знаю, 2-3 раза в жизни, например, да?
И его лишают этой даже возможности? это теперь пусть не приходит, что ли? Так получается? Отлучили. То есть человек приходит на Байрам намаз, может не прийти. Подожди, и ты как бы сказал, кто-то один комментарий написал, и что Нет, теперь обращать вот, внимание на но него? это я говорю о том, что на самом-то деле вот мы говорим о том, что нужно тогда изучать, получается, одним там видео каким-то интересным. Это не ограничится, это нужно читать, это нужно Для кого-то книги приходить. работают, для кого-то видео работают, для кого-то Видео, Инстаграм, для куча кого-то видео в ТикТок. интернете, я не знаю, там можно Вы отфильтровать поймите, и найти маркетинг что-то это не хорошее, только да. зло. Маркетинг иногда он Ну, и нужно на изучать, я пользу. хочу сказать. Вот, те ценности, на которых базировалось наше самосознание, вот мы, альхамдулилля, мусульман, до сих пор вот большая часть нас так себя и позиционирует. Тогда давайте понимать, о чем речь. То есть, как говорится, ты или оденься, или крестик носи, да, как бы. Вот, вы сейчас рассуждаете, Ну вот. как тот, кто комментарий оставил. Не Нет, ну умеешь вот тогда ходить, нужно значит, определиться же. вон. То есть, а может быть, тебе действительно неинтересно это в мечеть ходить, в принципе, как бы. И зачем тебе вообще никях читать? Может быть же такое, например. А если ты все-таки этого придерживаешься, то давай узнай, о чем это еще говорит. То есть, какие там отношения с родителями, какие отношения с соседями, с родственниками и так далее. Какими ценностями, то есть... куча всяких традиций. Мне оно кажется, основано мы на всегда этом будем именно. спотыкаться об один и тот же камень незнания самих себя. Но еще хуже, хотите, я скажу, что мне Что кажется, может быть что еще сейчас хуже? вот проблема наша не джайлик, а гафлет такой вот. Мы не то чтобы не знаем, а мы даже не понимаем того, о чем мы не знаем, понимаете? Нас, как бы что-то сказать, о чем вообще речь, то есть, понимаешь? Не то чтобы мы понимаем, да, мы не знаем, наша проблема такая. У нас нет проблем, все. Вот сейчас такое, как бы, мы живем прекрасно, все, у нас машина есть, там красивые фейерверки и так далее, и проблем нету вообще никаких. А то, что мы не знаем, это никого не интересует. Как вот это гафлет получается. Это Но мы не больше, ответили чем, на это ваш хуже, чем вопрос. джайлик. Но мы не ответили на ваш вопрос. О новых социальных нормах? Нет, этот вопрос мы ответили. По поводу промоушена. Нам его не хватает или хватает? Нам его категорически не хватает. Я тоже с этим согласна, умеем поэтому и себя задала показывать. вопрос. Это А точно. потому что мы не понимаем ценности того, что мы имеем. Вот в чем проблема. Мы не видим себя со стороны. Мы как-то вот постоянно варимся в одном и том же казане. Потому что нет системы критики. Вышла выставка, никто ее не оценил так, как она должна быть оценена. Вышла книга, у нас нет людей, которые могут ее оценить. Вот вы говорите про то, что в комментариях у нас бурление начинается какое-то, а на выставках, на самих вернисажах или презентациях у нас вот такие вот аплодисменты. То есть все, что ты сделал, это прекрасно. То есть получается, мы либо А, либо Я. И вот этой вот золотой середины, она И в целом большую часть народа это не касается. не касается, да, потому что мы варимся в собственном соку. Поэтому я и говорю, Потому что что мы нужно выходить за пределы своего колхоза, понимаете? Потому что люди должны знать, что у нас есть писатели не только во время Крымского ханства, и не только Исмаил Гаспринский, что у нас был театр, у нас было даже кино, понимаете, вот на минуточку, да, которое С Хария Мирзаде, один раз в год показывает Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия. То есть это все нужно каким-то образом популяризировать. Если гора не идет к Магомету, Магомед должен сам шагать к горе. Если народ не готов это воспринимать, если мы взялись вот на себя такую ответственность, если мы называем себя специалистами, историками, дальше экономистами, политологами, преподавателями и так далее, значит, в нашей сфере мы и должны это делать. Нести ответственность каждый в своей сфере. Конечно. Ну что ж, мы плавно переходим к нашему заключительному этапу блиц-вопросов, но перед этим я хотела бы сказать, что проблема у нас, как всегда, в познании самих себя и в презентации самих себя. Поэтому давайте направлять усилия именно в этом контексте. Блицы. Ламир Ханум, чего нам не хватает? Ревизии прошлого или эскизов будущего? Эскизов будущего. Сагунус. Шевкет Бей, светская или традиционная? Сегодня традиционное. Сагунус. Эльвира Ханум, исторический миф или новый нарратив? Новый нарратив. Сагунус. Ибраим Бей, религиозная традиция – это социальная норма или культурная? Это в первую очередь индивидуальная норма. А Сагунус. далее социальная, может быть. Сагунус. Это был проект «Миркец». До встречи в новых выпусках.